Здравствуйте, участники второго тура Олимпиады Айканат. Сегодня будем с вами рассматривать задачи, подобные задачи, которые будут у вас на Олимпиаде, на втором туре. Первая задача. Перед вами группа людей. Они получают шляпы, но самый высокий хочет синий или красный. Такие же шляпы хочет самый низкий. Остальным все равно, какие шляпы будут. Сколькими способами можно дать им шляпы. То есть тут мы определяем, что есть высокие и низкие, правильно? То есть, которые высокого роста и низкого роста. Они оба хотят красный или синий. То есть, если одному дали красный, то второму даем синий. Значит, у нас сколько способов, чтобы раздать им? Только два способа. То есть, это 2 факториал. Равно будет 2. То есть это 1 умножить на 2. Остаются остальные 3 шляпы. Это черный, зеленый и желтый. Остальные 3 шляпы. А как нам их раздавать, нам не имеет какого-то этого, да? Значит, это будет что? 3 факториал. А 3 факториал это 1 умножить на 2 и умножить на 3. Итого 6 способов. То есть синий и красный раздать у нас 2 способа, а остальные 3 6. Но нам же спрашивают в общем сколько, значит я должен 2 умножить на 6. 2 умножаем на 6. Итого получается всего способов, чтобы дать шляпу, у нас 12 способов. Это первая задача. Вторая задача. Монетный двор каждый месяц выпускает памятную монету. Первый месяц 15 грамм, второй месяц 20 грамм, третий месяц 25 грамм, четвертый месяц 30 грамм. У каждой монеты есть свой вес. Определите вес всех памятных монет за 3 года. Всех. То есть здесь мы будем использовать прогрессию. Посмотрим. Между 15 и 20. Сколько у нас разница? 5. Правильно? Между ними 5. Между ними сколько? Тоже 5. То есть что? Разница у нас разномерная, она не меняется. Значит, мы будем использовать какую? Арифметическую прогрессию. Определите вес всех памятных монет за 3 года. Теперь выясняем. За 3 года это сколько месяцев? Если в каждом году 12 месяцев, то в 3 года это у нас 36 месяцев. 3 года это у нас 36 месяцев. Понятно, да? Теперь, какую форму будем использовать для вычисления? У нас спрашивают, определите вес всех. Значит, надо суммировать, правильно? Если надо суммировать, то это есть у нас одна формула. Sn равняется 2a1 плюс d n минус 1 деленное на 2 и умножить на n. Сразу n это у нас 36. Почему? Потому что у нас есть 36 месяцев. А 1 это первый, то есть первая монета. Она весит 15 грамм. D это у нас 5. Почему? Потому что разница между первым и вторым 5. Между вторым и третьим 5. Между третьим и четвертым 5 граммов. Значит, каждый раз у нас будет разница 5 граммов. N у нас 36. Итого у нас формула какая? Вот у нас формула дана. И будет так. S36 равно 2 умножить на 15. Потому что 15 это первая монета. Плюс D это у нас 5. Разница между первым, вторым, третьим и третьим, четвертым монетами и так далее. Тут 5 умножить 36 минус 1. Деленное на 2 и умножить на 36. Теперь дальше вычисляем. А дальше уже дело техники. S36 равняется. Тут у нас будет 30 плюс 5 умножить на 35
деленное на 2 и умножить на 36. Здесь я 36 и 2 сокращаю, будет 18. Дальше. S36 равняется 30 плюс 5 умножаем на 35. 5 умножаем на 35 и умножаем на 18. То есть S36 у нас равняется, складываем, это будет, если умножить и сложить, будет 205. 205 умножить на 18. Значит, S36 у нас равняется 205, мы умножаем на 18. Это у нас будет 3690. 3690 грамм. А 3690 грамм это у нас сколько? 3 килограмма 690 грамм. То есть это равняется 3 килограмма и 690 грамм. Теперь третья задача. На координатном луче мы взяли точки А. Потом каждая следующая точка была в 2 раза ближе к началу луча, чем предыдущая. Найдите сумму координат всех таких точек, если их бесконечно много, и А равно 8. То есть, что у нас говорится? А равно 8. И каждый раз она в 2 раза ближе становится. Если это 8, в 2 раза ближе, это будет 4. Б это 4. Теперь смотрите. Значит, между первым и вторым у нас есть разница. То есть знаменатель. Здесь у нас знаменатель. И Q это равняется 4 делить на 8. Это равняется 1/2. Значит, я здесь буду использовать что? Геометрическую прогрессию. Геометрическую прогрессию мы выяснили как? Координат всех точек, если их бесконечно много. А когда говорится бесконечно много, значит, я должен использовать сумму убывающей геометрической прогрессии. То есть это будет S равно B1 делить на 1 минус Q. B1 я знаю, это равно 8. То есть это будет 8 делить на 1 минус Q я нашел, это 1/2. Минус 1/2. Здесь у меня будет 8 делить 1 минус 1/2, это будет 1/2. А здесь в виде пропорции 2 уходит наверх 8, итого будет 16. Значит что? Сумма бесконечной убывающей прогрессии у нас будет 16. Ответ 16. Сколько последовательностей заданы рекуррентным способом? Тут нам даны 7 последовательностей. То есть это вот первый, допустим, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и график у нас 7. У нас спрашивают, сколько последовательностей, которые заданы рекуррентным, то есть это надо рекуррентным способом. Вот это самое главное. Их у нас есть на самом деле 4 последовательности. Первый это словесный. Второй это аналитический. Что значит аналитический? Аналитический это задается через n. Допустим, посмотрите на третий. А n плюс 1 равно n плюс 7. То есть здесь нету а. Здесь нету что? А. Просто говорит, что n плюс 1 равно n плюс 7. Допустим, это может быть так. Аналитический способ задания последовательности, если это будет, допустим, n равно n плюс 7 делить на 2. То есть здесь нету на что? А. То есть только n. Второй это рекуррентный способ. Рекуррентный способ, то есть третий, извиняюсь. Третий это рекуррентный способ. Что значит рекуррентный способ? Рекуррентный способ задания последовательности, это когда мы задаем последовательность через предыдущую. То есть, допустим, у нас дано n плюс 1 равно
АН плюс 2. То есть это и называется, мы следующую последовательность задали через предыдущую последовательность. То есть это у нас следующая последовательность, а это последовательность, которая стоит перед ним. Это и называется что? Рекуррентная последовательность. И последнее, это у нас графическая. А графическая, это вот она, нам дано. Значит, отсюда следует, смотрим. Первое, то, что нам дано, это рекуррентное. Почему? Потому что у нас следующее задано предыдущей последовательностью. Сюда ставим букву R. Это рекуррентная последовательность. Вторая. Видите, у нас тоже есть что здесь? AN. То есть я следующую последовательность задал последовательность, которая стоит перед ним. AN плюс 1 через AN. То есть это рекуррентная. Теперь третье посмотрим. Видите, третье. Здесь у нас нету А. То есть просто N. То есть член прогрессии, этот номер или следующий, который. Это у нас аналитический. Это тоже аналитическое. Это тоже у нас аналитическое. Это тоже что? Аналитическое. А седьмая это у нас графическая последовательность. Что это значит? У нас только две рекуррентные последовательности. Это первая и вторая. То есть ответ у нас 2. 2 рекуррентных последовательности. Известно, что единица на π равно 2 корень из 2 делить на 9801 в скобках e. Где e это бесконечная сумма. Вот вам сумма это e дано. Нам говорится, найдите значение а, если первые два слагаемых, вот они. Первый слагаемый это для первого, второй слагаемый это для второго. И здесь нам нужно найти вот это значение а. Теперь, как мы находим? Первый слагаемый вот оно, она равняется вот этому. Значит, и заметьте, здесь k равно нулю. Если я k сюда поставлю, это будет 0. Сюда 0 факториал, это у нас 1. Здесь у нас будет 0, а любое число нулевой степени будет 1. Вот здесь у нас 1. Скобка равняется этому. А k, то есть а умножить на k факториал равно 1. Подставляем. И вместо k я подставляю 0. Почему? Потому что k равно нулю здесь. Подставили 0 факториал равно 1. Но а нам таким способом а еще не нашли. Значит, я перехожу ко второму слагаемому. Да? Ко второму слагаемому. Значит, вот это выражение мне без разницы. Оно мне не нужно на данный момент. Мне нужно только вот это выражение. Почему? Потому что это выражение равняется 24. Значит, k равно 1. А умножить на 1 факториал равно 24. Вот этому 24 он равняется. Дальше продолжаем. Значит, а факториал равно 24. Значит, а какое число в факториале равно 24? Только 4. 4 факториал равно 24, значит 1 умножить на 2 умножить на 3 на 4 это факториал. То есть это 4 факториал равняется вот этому вот умножению чисел до 4. А когда мы их умножаем, это вычисление выходит 24. Значит, у меня а равно 4. Ответ 4. Клетка делится на несколько клеток. Видите, вот одна клетка, она делится на 3 клетки. Причем начальной клетки уже нет. То есть, когда они делятся, начальная клетка исчезает. Сколько клеток можно получить в идеальных условиях через 10 делений? Теперь смотрим. Каждый раз в первом шаге 3. Каждый раз она увеличивается в 3 раза. То есть, эта клетка тоже расслоится на 3, это тоже на 3, это тоже на 3. То есть 9, второй шаг. Третий шаг 27, четвертый так 81 и так далее. Количество клеток возрастает в геометрической прогрессии. Каждый раз намного больше. Теперь, по какой формуле мы это вычисляем? Bn равно b1 умножить на q n степени n. 1, n минус 1. По какой формуле это вычисляем? Sn равно b1 умножить на q степени n минус 1. Сейчас смотрите. n это у нас 10. Почему? Потому что нас спрашивают на 10 делении. То есть n равно 10. b1 равно 1. Почему? Потому что мы начали с одной клетки.
Q равняется 3. Почему? Потому что с каждой клетки у нас что? Появляется по 3 клетки. Значит, Q равно 3 и 10 минус 1. Что это будет? 1 умножаем 3, 10 минус 1 это 9. Значит, на 10 шаге, то есть на 10 делении, у меня будет 3 степени 9 клеток. Вот это у меня ответ. 3 степени 9.